Итоги недели на телеканале БСТ. В студии Альфия Аминева. Добрый вечер. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Новые совместные проекты и соглашения о сотрудничестве. Узбекистан все-таки интересует такие технологичные предприятия с высокими инновационными возможностями. Интересует наши компетенции в области обрабатывающей промышленности. Поэтому вот акцент на это был. Ради Хабиров посетил Узбекистан в составе официальной делегации России. Вернулись домой после триумфального турне. Группа «Эй-Ела» собрала аншлаг на концерте в Уфе. Гусиный фестиваль в Стерлитамаке посетили более 10 тысяч гостей. Гусь является туристическим символом города, поэтому в преддверии праздника каждый желающий мог отправить свои фотографии на конкурс. Событийный туризм Башкортостана пополнился еще одним креативным мероприятием. Это все мы делаем для развития событийного туризма, привлечения туристов. Новые горизонты экономического сотрудничества с партнером из Центральной Азии. На текущей неделе Ради Хабиров в составе российской правительственной делегации посетил с рабочим визитом Узбекистан. Глава Башкортостана встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. Итогом стали подписанные соглашения о взаимодействии с Ферганской и Ташкентской областями, а также дорожная карта по сотрудничеству нашей республики с регионами государства. Речь идет о совместных проектах в области высокотехнологического производства, легкой промышленности, сельского хозяйства, а также науки и культуры. Какие перспективы открываются у региона с одним из ключевых российских партнеров на постсоветском пространстве, расскажет Даниил Байков. Для Башкортостана Узбекистан – один из ключевых партнеров в Центральной Азии. Страна занимает 7-ю строчку во внешней торговле. По итогам прошлого года оборот достиг порядка $200 миллионов. Причем он увеличился на 16% в сравнении с 2023-м. Высшее руководство России и управленческая команда региона уделяет большое внимание сотрудничеству с государством. Во время деловой встречи президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев договорился с первым вице-премьером правительства России Денисом Мантуровым и Радием Хабировым активнее взаимодействовать во всех сферах, особенно в промышленной кооперации. Стороны заинтересованы в росте товарооборота. Задача, наверное, чтобы наши крупные предприятия начали более активно входить, потому что Узбекистан все-таки интересует такие технологичные предприятия с высокими инновационными возможностями. Интересует наши компетенции в области обрабатывающей промышленности. Поэтому вот акцент на это был. Партнеры совместно строят в Ташкентской области технопарк Бекабад. Там будут работать башкирские производители паровых котлов, экономайзеров, а также протезов. Такой же объект возводят в Стерлитамаке, на котором свою продукцию разместят узбекские партнеры. Другие их коллеги недавно открыли в Уфе торговый дом с товарами из текстиля. В будущем появится линейка одежды для взрослых и детей. Большие перспективы стороны видят в развитии нефтегазовой отрасли, машиностроения и автопроме. На заседании межправительственной комиссии двух стран Ради Хабиров и вице-премьер правительства страны Жамшид Ходжаев подписали дорожную карту по сотрудничеству между регионами Узбекистана и Башкортостаном. Более тесные контакты республика налаживает с экономически развитыми субъектами. Так, с хакимом Ташкентской области Зоиром Мирзаевым Ради Хабиров обсудил кооперацию между предпринимателями и взаимодействие с управленцами. С хакимом Ферганской области Хайрулой Бозоровым глава Башкортостана договорился еще активнее взаимодействовать в торговле, науке, образовании, промышленности и сельском хозяйстве. Инвестор намерен вложиться в строительство оптово-распределительного склада для хранения овощей в нашем регионе.
Уважаемые коллеги, соглашения подписаны. Крепнут не только торговые связи. Для Башкортостана немаловажен и культурный взаимообмен, особенно в области музейного дела и археологии. В Ташкенте Ради Хабиров посетил недавно построенный центр исламской цивилизации. Здание – образец узбекской архитектуры. Под одной крышей расположены музей и научно-исследовательский комплекс. Там же собраны редкие летописи, книги, реставрационная мастерская, лаборатория оцифровки. Сердцем центра является священный Коран Османа. Руководитель республики уверен, сотрудничество между специалистами Узбекистана и Башкортостана поможет в создании Евразийского музея кочевых цивилизаций. Копия уже этого Корана Османа хранится у нас в визит-центре Евразийского музея кочевых цивилизаций. Поэтому мы договорились, что мы заключим соглашение. Я сюда уже отправлю наших музейщиков, поэтому мы начнем сотрудничество. И второе, конечно, что в Ташкенте появилась удивительная туристическая жемчужина, именно ради которой только стоит приехать в Ташкент. Роднит и то, что по скромным подсчетам в Узбекистане проживают более 25 тысяч башкир. Жители республики, а также общественные организации и активисты стараются поддерживать контакты с выходцами из нашего региона. На сегодняшний день там функционирует 9 общественных организаций в различных городах Узбекистана, в Фергане, в Ташкенте. И, конечно же, это серьезный ресурс для сохранения культуры, языка наших соотечественников. Ежегодно участвуем в национальных культурных мероприятиях. Выделяется праздник Сабантуй. Проводим дни культуры и просвещения. По итогам переговоров и встречи Ради Хабиров отметил продуктивность визита и перспективы отношений между нашей республикой и государством. Рисовываются контуры, мы как-то достаточно с большим количеством хакимов общались и областей. Ну, во-первых, это и ознакомительная оценка социально-экономического положения, преимуществ для сотрудничества. Вот, я думаю, сформировался такой круг. Это, конечно, Ташкентская область, такая мощная область. Мне кажется, такая поездка удалась. Я говорю, что все-таки основная цель, я говорил, это работа в составе межведомственной комиссии Российской Федерации Узбекистана, что мы сделали вчера, работали с Денисом Валентиновичем вместе. Это общение с президентом, вот, что немаловажно. Все-таки именно президент и глава государства дают такой толчок. Именно такие сдвиги между представителями бизнеса и управленцами двух стран дают положительные плоды не только в инвестициях и производстве, но и в рабочих местах, а также росте туристов. Ведь у Башкортостана с Узбекистаном есть на что посмотреть. Даниил Байков, Эльшат Казакулов, Марат Юнусов. Итоги недели. В Уфе Ради Хабиров встретился с заместителем председателя правления «Газпрома» Виталием Маркеловым и индустриальным директором авиационного комплекса корпорации «Ростех» Анатолием Сердюковым. Главными темами совещания стали итоги совместной работы и планы на будущее. Глава Башкортостана отметил, что ОДК УМПО, по сути, является одним из основных партнеров «Газпрома» в вопросах создания сервисного обслуживания, капитального ремонта газоперекачивающих агрегатов. Если говорить о наиболее важных для нас инвестиционных проектах, то, конечно, это совместный трехсторонний проект по внедрению линейки газотурбинных двигателей УМПО. Вы знаете, что первый двигатель линейки АЛ-31СТ успешно прошел межведомственные испытания и уже вошел в серию. Сегодня один из основных вопросов для обсуждения производства двигателя АЛ-41СТ-25. Его планируется использовать при модернизации и строительстве новых компрессорных станций, а также для замены иностранных двигателей в составе энергетических установок. Хочу пожелать всем плодотворной работы. Также в Доме Республики прошло заседание межведомственной комиссии по взаимодействию Башкортостана с Ростехом. По итогам 10 месяцев года индекс промпроизводства на ряде предприятий Ростеха в регионе существенно вырос. К столетию ОДК УМПО был запущен уникальный центр технологической компетенции алюминиевого литья. В него было вложено 10 миллиардов рублей инвестиций. Всегда благодарю все компании, которые входят в контур Ростеха, за очень активную социальную политику. И я знаю, что все руководители настроены на то, чтобы поддержать, во-первых, выходцев из компании, которые служат на специальной военной операции, членов их семей. Я думаю, что эту работу надо продолжать и, конечно, двигаться вперед. В свою очередь, очень важно, что мы, как республика, как Министерство просвещения наше, мы готовы обеспечить кадрами надлежащими, высококвалифицированными кадрами все предприятия Ростеха. Это ведется в рамках нашего профессионалитета.
Госнаграды из рук главы республики на неделе получили работники промышленной отрасли. Церемония прошла в честь профессионального праздника. Грамот, орденов, медалей и званий были удостоены больше полусотни специалистов, преданных своему делу. Сюжет Динары Таймасхановой. Классическая музыка и смокинги. После светского мероприятия они вновь встанут за станки. Именно эти скромные люди создают промышленное будущее республики и страны. Эти достижения, уважаемые друзья, заслуга каждого из вас, ваших коллег, ваших предприятий. Сотни тысяч опытных профессионалов трудятся сегодня в промышленности и укрепляют технологический суверенитет страны. Особо хочу поблагодарить наших промышленников за ответственное выполнение гособоронзаказа, поддержку наших воинов в зоне специальной военной операции. Руководитель региона отметил, что, несмотря на непростые условия, наши предприятия продолжают строить и модернизировать производство, внедрять инновации, наращивать мощности. Республика занимает лидирующие места на федеральном уровне. Так, в этом году Башкортостан возглавил первый национальный рейтинг по уровню кластерного развития. Вклад каждого руководителя или рабочего – фундамент для больших проектов. Очень важно, когда отмечают. И сегодня, когда мы увидели не только руководителей, а работников, которые непосредственно все производят ценности именно своими руками, это очень радует. И большое спасибо правительству нашей республики, непосредственно Ради Фаритовичу, он тоже у нас бывает. За станком мини-Фейруза Гафарова 45 лет. За это время обзавелась личным клеймом токаря, собственным знаком качества за годы непростого труда. 45 лет. Мне нравится эта профессия. Чего уж мне... Что железо, то тесто. Я все могу делать. Сейчас у меня 5-й разряд уже, личный клеймо у меня. Все нормально. И в дальнейшем хотела поработать, если дадут. 60 тружеников промышленности, руководители предприятий, инженеры, рабочие получили ордена, медали, грамоты и звания. Многие из них – десятилетия в отрасли. Опыт и преданность делу – их главный инструмент. 35 лет нефтяной промышленности. Мы станки, качалки ремонтируем, чтобы беспроводно добывали нефть, своевременно ремонтируем, контролируем, чтобы эти поломки не было. Ремонтируем задвижки, клапана, регуляторы, разные вентиляторы. Вот такие вращающие механизмы. Тяжелая работа. Ну ладно, мы все равно все это побеждаем, стараемся, чтобы работа получилась, но чтобы удовольствие получить. День работника промышленности в Башкортостане отмечался на неделе. Чествовали сотни тысяч специалистов в разных отраслях. Благодаря им регион – один из мощных центров на индустриальной карте страны. Динара Таймасханова, Азат Ишбулатов, Родион Матвеев. Итоги недели. Готовь сани летом, а телегу зимой. В Чекмагушевском районе прошел республиканский семинар-совещание, посвященный вопросам ремонта сельскохозяйственной техники и ее подготовки к посевному сезону следующего года. На форуме аграрии смогли не только обменяться опытом, но и узнать о передовых способах обработки полей, не причиняя ущерба посевам. Азат Садреев расскажет подробности. В аграрном секторе выходных не бывает. Закончив сбор урожая, сельхозтруженики тут же начинают готовиться к новому сезону. Итоги прошлого обсудили на пленарной части совещания, который прошел в Чекмагушевском доме культуры. Проблем было немало, признался вице-премьер правительства и министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Но опыт башкирских аграриев помог их преодолеть и собрать хороший урожай. Обсудили и новые технологии, в том числе использование агродронов при обработке полей от сорняков и вредителей. У всей гербицидной обработки есть агротехнические сроки. И чтобы вот этот момент не пропустить, мы можем уже после даже дождя или там, допустим, у нас весна достаточно дождливая, да, техника не может заехать. Дроном мы можем уже как бы заехать и работать. Каким должно быть состояние инженерной инфраструктуры сельхозтоваропроизводителей, участники семинара увидели во время практической части форума. Посетили производственную базу Чекмагушевского филиала МТС «Центральная». Помимо подготовки к зимнему хранению комбайнов и агрегатов,
агрегатов, здесь же проводится и их техническое обслуживание. Вот сейчас у нас межсезонье, и к этому времени, допустим, в первую очередь должны к весенне-полевым работам, в этом межсезонье должны быть подготовлены трактора, то есть проведено их техническое обслуживание, если необходимо какие-то заменить запчасти. Подспорьем для аграриев стало то, что в республике налажено производство запасных частей к сельхозтехнике. Удалось заместить тысячи единиц импортных аналогов. 90% тех предприятий, которые сегодня продают, проводят капитальный текущий ремонт, гарантийное обслуживание и полный ремонт. Это у нас 90% предприятий находятся в нашей ассоциации. Производят около 250-270 видов сельхозтехники с нуля и где-то от 3 до 3,5 тысяч видов запчастей они производятся на нашей территории. Большей части это для импортной техники. Важно не только собрать, но и сохранить урожай. И тут тоже помогает импортозамещающая продукция башкирского производства. Например, этот зерноочиститель, который собирают в Уфе, нашел своих покупателей не только в Башкортостане, но еще более чем в 30 регионах России и странах ближнего зарубежья. В данном случае представили зерноочистительную машину производительностью до 100 тонн в час, предназначена для очистки зерновых, колосовых и бобовых культур, также мелкосемянных культур. Машина очень энергоэффективная, потребляет мало электричества, не создает вибраций, не создает шумов. Башкортостан традиционно считается аграрным регионом страны, обеспечивающим ее продовольственную безопасность. И чтобы труженикам полей было на чем работать, в регионе действуют как республиканские, так и федеральные меры поддержки для покупки новой сельхозтехники. Сегодня 2 посевных комплекса может закрывать территорию советского колхоза или совхоза. Поэтому проблема в цене, но при этом это решается за счет льготных кредитов для наших аграриев. Ну и, конечно, используем механизм Росагролизинга льготного. Мы находимся в первой пятерке как по приобретению всех видов техники, так и работы с Росагролизингом. И эти меры поддержки эффективно работают. 2 биллера брали в Акрзарбе. И сеялки взяли у Артемиды. Сейчас опять думаем, где 2 брать. Или кировцы, или биллеры. Как они себя показали? Показали на ура, на отлично. Вот сейчас их продули, помыли, на хранение поставили. С начала года аграрии Башкортостана приобрели сельхозтехники на 11 миллиардов рублей. Однако есть районы, которым в этой работе еще нужно подтянуться. Высокотехнологичные комбайны и агрегаты окупают себя за несколько сезонов. В народе говорят, готовь сани летом, а телегу зимой. Для своевременной и качественной подготовки техники к предстоящему сезону установлены определенные сроки. Почвообрабатывающие агрегаты должны быть готовы 1 февраля, а тракторы, комбайны и посевное оборудование до 1 апреля. И простоев здесь тоже быть не должно. Ведь, как гласит другая народная мудрость, один весенний день год кормит. Азат Садреев, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов и Рустем Галямов. Итоги недели. Чекмагушевский район. Распроданные билеты, погружение в эпос и взаимное признание в любви. Группа «Эйела» выступила в родной Уфе. Этим концертом коллектив завершил свой первый тур, объехав десятки городов. Композиция «Хомай» на этой неделе была признана главным треком года. А недавно группа выпустила совместную песню с певицей Алсу Айбалбылом. И у артистов еще масса сюрпризов для слушателей. О предстоящих релизах, мечтах и будущем с коллективом, ставшим ярким музыкальным открытием года, пообщалась моя коллега Анастасия Ильчебаева. Ее ждали не только в Уфе. Хомай облетела всю страну и вырвалась за ее пределы. И миллионы поклонников группы, не понимая того сами, ринулись искать ответ на главный вопрос песни. Топ-3 Google запросов по миру. Это был вопрос, где находится Республика Башкортостан, кто такой Урал-Батыр. И, Ренат, помоги мне. Перевод песни «Хумай». И перевод песни «Хумай». Туристический поток в Республике Башкортостан вырос в 3 раза по тем местам, где мы снимали клипы, а продажи книги «Урал-Батыр» выросли в 30 раз. Приветствуем всех мы заветом Урала. Приветствуем словом священный Хумай. Более 20 городов группа объехала с программой, ставшей музыкальным воплощением эпоса. Свое первое турне артисты заканчивают солд-аутом в родной Уфе. 9 месяцев плотного графика, состоящего из выступлений и телеэфиров. Параллельно группа работала над созданием своего первого альбома.
А я после такого плотного графика, после такого долгого тура, 22 города, мечтаю отдохнуть. Как бы это банально ни звучало, но правда, очень хочется немножечко выдохнуть и с новыми силами покорять дальше. Поехать в новый тур. Тем более, что планы на будущее уже есть. Артисты приоткрыли завесу тайны. Чего ждать дальше? Наше творчество про башкирский народ, его историю, культуру, традиции, обычаи, веру, про его самобытность. Вот эту идентичность мы хотим сохранить, приумножить и передать будущему поколению. Было бы у Голливуда, было бы у них столько сюжетов, из пальцев засывать не пришлось бы. У нас есть вот прямо на ближайшее будущее ряд совместных коллабораций. Это не только российские артисты, это артисты и... Я могу уже даже озвучить, это Турция, Китай, поэтому вы услышите в наших песнях совместных не только башкирский язык. Кстати, салсу звучит и татарский язык в песне. Перед началом концерта артисты признались, мандраж сильный, дома выступать и волнительно вдвойне. Но то, как долго публика не хотела отпускать коллектив со сцены, говорит о том, что у группы все получилось. А как это было, еще можно будет увидеть. Телеканал БСТ покажет концерт группы «Эйола» в новогодний вечер. Анастасия Ильчебаева, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Гастрозона, культурные развлечения и ярмарки ремесленников. Все это объединил в себе фестиваль «Гусь 2.0» в Стерлитамаке. В этом году он прошел впервые и всего за 2 дня собрал порядка 10 тысяч человек, показав, что туристический символ города – это еще и символ развития. Упор на популяризацию интеллектуальной собственности начался с развитием в регионе креативных индустрий. Как это работает? В эпицентре вкуса, традиций и инвестиций в будущее побывала Алия Эльтубаева. Зима еще не успела расстелить свой белый ковер, но атмосфера уже воцарилась новогодняя. Частушки, праздничные хороводы и иллюминация, которая уже зажглась на главной площади Стерлитамака. Колоритный праздник с русскими народными мотивами с каждым часом собирал все больше зрителей. Мы пришли с семьей. У нас очень дочка хотела, точнее, на этот фестиваль попасть. Важно, потому что дети растут, они должны видеть, как все проводят конкурсы, концерты. Ну, чтобы они видели, какое вот настроение в городе веселое. А что тебе больше всего нравится? Коте. А еще что? Мороженое. А еще? Вафли. Повеселиться и отведать вкусности. За этим на фестиваль пришли не только малыши. Взрослые с особым интересом изучают обширную гастрозону. Предприятия общественного питания Стерлитамака представили авторские блюда под тематику ярмарки из гусятины. От классических запеченных до смелых экспериментов. В семейном бизнесе Зубейда Утяева 15 лет. Помогая дочери, за первый час успела реализовать сразу 1/3 вяленых птиц. Вы сами знаете, всегда же кушать хочется. Тем более в такую погоду прям с удовольствием берут. Вот гуся уже почти разбирают. Сама разделываю. Мы это с детства привыкли. Мы же деревенские девчонки. Мы все на этом выросли. Мы это все умеем делать. Щипать гуся, разделывать красиво, кусочки делать. Улюш делает вот это. Мы все умеем. Вот сама все солю, сама все покупаю мясо. Нам привозят. Вот всю ночь плов готовили. Привезли горячий плов. Праздник хороший очень, веселый, да, жизнерадостный такой, всем приятного. Вот видите, как все счастливые ходят. Гуся мы купили, масло купили, жир купили гусиный. Вот. Не зря пришла, шашлыки попробовала, все попробовала. Гости голосовали за лучшие блюда. Окружили и лавки с пирогами, сладостями и молочной продукцией. Семья Мичуриных адаптировала рецепты приготовления разных видов сыров под молоко башкирского производства. Мы производим все сыры сами. Мы 3 технолога. Это у нас семейное ремесло. Мы занимаемся уже 9 лет, как производим сыры. У нас полутвердые, с плесенями, твердые сыры, баншик, рассольный и бурата, строчителло, все ветчизные сыры тоже есть. Это хорошая возможность, так сказать, свою продукцию продвинуть. Как всегда, свою лепту в создание особой домашней атмосферы внесли мастерицы. Это мягкие игрушки и изделия из ручной работы. Издревле своей пуховой шалью славится Стерлибашевский район. Мы в своей работе используем наши знаменитые узоры. Это, например, медовые соты. Славим свой знак. Есть разные шали. Змейка – это как бы знак
гор означает. Вот на башкирских нагрудниках ставят тоже знак гор наших южных. И из-за этого мы тоже их перевели в шали. Все то, что создается своими руками и имеет интеллектуальную собственность, превращается из любимого дела в прибыльное. Сегодня Башкортостан – республика-лидер, развивающая творческие инициативы. Наш регион – единственный, в котором появился День креативных индустрий, учрежденный по распоряжению главы Радия Хабирова. При нем же действует профильный совет и принят специальный закон о поддержке отрасли. Это идет трансформация, что это становится важной, достаточно капитала такой приносящей прибыль сферы экономики. Вот это наша задача государства. И это мы делаем через меры поддержки креативной индустрии, создания кластеров, креативные часы и так далее и тому подобное. Поэтому события, направленные на реализацию потенциала предпринимателей Башкортостана, в последнее время проводятся с завидной регулярностью. Особое внимание жителей и гостей Стерлитамака привлекла фотовыставка. Она разместилась вдоль центральной аллеи. Ни для кого не секрет то, что гусь является туристическим символом города. Поэтому в преддверии праздника каждый желающий мог отправить свои фотографии на конкурс. Это как профессиональные снимки, так и на приусадебном участке или с любимыми игрушками. Прошел и конкурс на самый оригинальный костюм Пернатова. О нашем фестивале все уже знают «Купец 2.0». В этом году также провели Халяль-фест, банный фестиваль. И вот зимой мы проводим «Гусь 2.0». Это все мы делаем для развития событийного туризма, привлечения туристов и, конечно же, для наших местных жителей. И за эти 2 дня на площади, по нашим подсчетам, собралось более 10 тысяч человек. Таким образом, исторические части города превращаются в живую витрину экономических возможностей, а развлекательные мероприятия в ней – инструмент для привлечения туристов, раскрутки локальных брендов и создания положительного инвестиционного имиджа всего региона. И счастливые лица – лучшее доказательство того, что вектор выбран верно. Алия Эльтубаева, Артур Хуснудинов, Марат Хамитов. Итоги недели. Стерлитамак. Столица Башкортостана стала местом притяжения для отечественных и зарубежных предпринимателей. 18-я международная неделя бизнеса объединила 21 страну и 20 регионов России. Всего более 2500 человек. В этот раз мероприятие проходило под девизом «Стратегия сотрудничества в эпоху глобальных вызовов». В числе главных тем подведение итогов года, развитие туризма, эффективность труда, защита бизнеса и международное партнерство. Не обошлось на полях форума и без уже традиционного подписания соглашения. Анна Морозова продолжит. Аккуратно на станке вырезаются отверстия и пазы. Все строго по чертежам и запросам заказчика. Уфимский завод бурового оборудования специализируется на производстве породоразрушающего инструмента для ремонта скважин, фрезы, якоря и другие. Уже сейчас здесь изготавливают порядка 220 единиц продукции в месяц. И высоким спросом она пользуется не только в России. На следующий год у нас основная цель, сохранив коллектив, повысить производительность за счет внедрения инструментов бережливого производства. Сейчас мы наладили поставки в Иран, в Оман и другие, это ближние зарубежные страны СНГ, Беларусь, Казахстан, Узбекистан. Сотрудничество республиканских предприятий с другими государствами стало одним из главных вопросов, обсуждаемых на Международной неделе бизнеса. Уже по традиции она проходила в Уфимском конгресс-холле Таратау. Гостями мероприятия стали предприниматели и официальные делегации Индии, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Китая, Турции и других государств. Так форум объединил 21 страну и 20 регионов России. Всего более 2500 человек. Сегодня стоит вопрос о развитии экспортного потенциала. Потому что если мы что-то делаем на экспорт, значит, это будет востребовано и у нас обязательно. Постоянно вот этот вот контакт с людьми, так скажем, с других рынков, можно сказать, не только из других стран, он очень важен. Потому что нам надо расширяться, нам надо понимать, куда расширяться, как расширяться. Но, с другой стороны, и для них здесь есть интерес, потому что наш рынок, он достаточно емкий, достаточно разнообразный. Кроме того, в числе основных тем недели подведение итогов года, развитие туризма, эффективность труда, защита бизнеса. В столице республики мероприятие проходит уже 18-й раз. За эти годы его участники заключили здесь немало важных соглашений и обсудили не одну инициативу. Многие из них получили поддержку на федеральном уровне. Сегодня подписанные контракты уже не просто долгосрочные планы, а реализованные заводы, предприятия и компании.
Эта международная неделя бизнеса не исключение. Очень много подготовлено различных проектов, которые будут обсуждаться. Это, конечно же, наши коллеги, которые приедут для обсуждения большого проекта по новой альтернативной железной дороге. Объем инвестиций здесь порядка более 130 миллиардов рублей. Здесь, конечно же, большие проекты в направлении государственно-частного партнерства. Сегодня эта инициатива, уже сегодня пакет этих инициатив порядка 70 миллиардов рублей. В рамках недели бизнеса также состоялось пленарное заседание Общероссийского юридического форума с участием главы Башкортостана. Ради Хабиров поздравил участников с 20-летием Ассоциации юристов России и подчеркнул важность преемственности поколений. Он отметил, что полученные знания и нравственная закалка проносятся через всю жизнь, а сегодняшние специалисты сами становятся наставниками для молодежи. На данный момент в региональном отделении организации состоят более 1300 человек, имеющих серьезную гражданскую позицию. Именно их усилиями жителям республики оказывается бесплатная юридическая помощь. Вот за эти 20 лет сложилось вот такое сообщество юристов. Здесь и молодые юристы, что приятно, и уже маститые юристы. У нас сегодня ведущие юристы Российской Федерации участвуют в нашей работе. Поэтому всех поздравляю. И действительно, вот, мне кажется, достойный 20-летний путь. Мы действительно на очень хорошем счету. Задачи две у этой организации, вот их всегда можно сформулировать. Это первая просветительская миссия, это настоящая просветительская миссия. То, чем занимается знание, чем занимается русское географическое общество, чем занимается военно-историческое общество. Вот это первое. И второе, конечно, это защита прав граждан. Всю неделю на площадке проходили мастер-классы, церемонии награждения, тематические дискуссии. Так, на одном из мероприятий стало известно, что Башкортостан в первой тройке регионов по защите бизнеса. Об этом рассказали на круглом столе, посвященном обмену эффективными практиками по улучшению инвестиционного климата. А если говорить о самой Башкирии, о тех изменениях, которые происходят, вы лидеры. В Башкирии есть чему учиться и зачем приезжать. Тот опыт, который есть в Башкирии работы, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, он, наверное, как сказать, один из лучших в стране. На него стоит равняться, и самое главное, этот опыт надо перенимать другим регионам для того, чтобы продвигаться вперед. Участие в форуме – это возможность обменяться передовым опытом, выстроить стратегическое партнерство и совместно формировать решения в сферах экономики, экспорта, инноваций и инвестиций. Так, в этом году гостей из Индии заинтересовала строительная отрасль республики. Участники форума из Беларуси рассказали об универсальной товарной бирже, а представители Башкортостана и Казахстана обсудили дорожную карту по поддержке и развитию экспорта. Не обошлось и без традиционной церемонии подписания контрактов. Всего на полях недели участники форума заключили 22 соглашения о сотрудничестве на общую сумму более 15 миллиардов рублей. Анна Морозова, Роберт Давлетбердин и Артур Хуснуддинов. Итоги недели. Операция без разрезов по технологии НОУС и склеротерапия геморроидальных узлов. Ведущие эксперты Российской школы колоректальной проктологии дали на этой неделе мастер-класс уфимским коллегам. В республиканском онкологическом диспансере прооперировали женщину с диагнозом рак прямой кишки, а в РКБ имени Куватова оказали хирургическую помощь пациенту с геморроем. Тему продолжит наш корреспондент Руслан Батыргареев. Она могла и не оказаться на операционном столе, если бы не диспансеризация. 48-летнюю пациентку ничто не беспокоило. Во время профилактического похода в поликлинику женщина сдала кал на скрытую кровь. Анализ оказался плохим. В итоге ее отправили на колоноскопию, где был подтвержден рак прямой кишки. То есть вот система скрининга колоректального рака, она позволяет определить кал на скрытую кровь, при повышении уровня провести скрининговую колоноскопию. Если мы видим доброкачественные образования, которые могут переродиться в злокачественные, мы их убираем сразу же при скрининге. Но если выявляем рак, то, как правило, мы выявляем эту онкологию на ранней стадии. Этой женщине, можно сказать, повезло вдвойне. Рано обнаружили и оперировал ее в рамках мастер-класса доктор медицинских наук из Москвы. При этом профессор кафедры хирургии Сеченовского университета Владимир Балабанов использовал современную технологию НОЗы, которая только набирает популярность в мировой хирургии. Она подразумевает извлечение части пораженного органа через естественные отверстия организма. Обычно при малоинвазивных операциях это делается через небольшие разрезы в брюшной полости. Это может быть сопряжено с развитием всяких осложнений, таких как раневая инфекция, либо формирование послеоперационной вентральной грыжи. Но сегодняшний мастер-класс, он как раз посвящен тому, как избежать даже этого маленького разреза и попытаться извлечь препараты для того, чтобы пациент с минимальной травмой покинул стенное отделение.
Сегодня в Башкортостане на учете в онкодиспансере состоят свыше 12,5 тысяч человек с колоректальным раком. Опухоли в толстой или прямой кишке занимают второе место в структуре онкозаболеваемости после рака молочной железы. При этом фиксируется и высокая смертность у пациентов, поэтому выявление недуга на ранних стадиях становится для медицины задачей номер один. Если мы выявляем любую онкологию на ранней стадии, то есть это когда нет еще никаких клинических проявлений, ничего у человека не болит, он живет, радуется жизни, но у него уже появился рак на ранней стадии. И если мы в этот период выявляем, мы даем возможность выздороветь от этого заболевания. Еще одну показательную операцию в области колопроктологии провели в Республиканской клинической больнице имени Куватова. Мастер-класс дала врач-колопроктолог Сеченовского университета Дарья Шлык. На базе Сеченовского университета в нашей клинике проходят курсы по склеротерапии. Приезжайте, и мы продемонстрируем все возможности. Это приглашение для тех, кто следил онлайн за операцией. Уфимские хирурги воочию наблюдали за тем, как специалист из Москвы проводит склеротерапию геморроидальных узлов. Стоит отметить, что данный недуг не редкость, и в большинстве случаев борются с ним путем классической операции с использованием скальпеля или лазера. Такая процедура отличается хорошими показателями эффективности, но чревата осложнениями и длительной реабилитацией. Именно поэтому в качестве альтернативы медики все чаще прибегают к таким малоинвазивным методикам, как склеротерапия. Склеротерапия – это метод, который подразумевает введение склерозирующего агента, специального раствора, который вызывает фиброзирование тканей, в частности, в проекции сосудов геморроидальных узлов. Данная процедура направлена на ликвидацию кровотечения за счет разобщения сосудов между собой и развития фиброза. Основным показанием к проведению процедуры является кровоточащий геморрой. Длится такая операция в среднем полчаса и не требует длительной реабилитации. Согласно современным клиническим рекомендациям, инъекционная терапия рекомендуется больным на первой, второй и третьей стадиях заболевания. Руслан Тргареев, Роберт Давлетбердин, Ильдар Давлетов. Итоги недели. Всю неделю в столице Башкортостана проходил чемпионат России по боксу среди женщин. Он был посвящен 80-летию со дня Великой Победы. 2 года назад такие же соревнования прошли в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Сейчас местом проведения турнира стал Дворец борьбы. Всего в нем приняли участие 163 спортсменки из 48 регионов страны. Республику представляли 8 атлеток. Им удалось завоевать 2 золотые медали и 1 бронзовую. Подробности в следующем сюжете. В этом году женский чемпионат России проходил на крупнейшей спортивной площадке республики во Дворце борьбы. Красочная яркая церемония открытия была посвящена истории отечественного бокса, которому в этом году исполнилось 130 лет. Нынешний чемпионат страны носил 26-й порядковый номер, но для Уфы это уже 2-й подобный турнир. Чемпионат среди женщин уже проходил 2 года назад, а среди мужчин в столице Башкортостана он состоялся в 2011 году. Это не первое для нас мероприятие. Мы проводим десятки крупнейших международных мероприятий ежегодно, поэтому есть уже определенный профессионализм в подготовке. На уфимский ринг за неделю вышли 163 участницы, среди них 8 спортсменок из Башкортостана. Женский бокс прогрессирует даже по сравнению с прошлым годом. Вообще, то есть в сборной у нас больше девочек стало по сравнению с прошлым чемпионатом, который у нас проходил в Уфе в 2023 году. То есть у нас тоже команда стала более усиленная именно по проведению боев очень хороший. То есть девочки обкатываются в течение года. Сейчас уровень мастерства прибавился. Много заслуженных девчонок, заслуженные мастера спорта, международные мастера спорта. И даже приятно, у нас девочка Мулаго тоже бой выиграла. Она попала в 8-ку России. И она подтвердила и выполнила норматив мастера спорта России. Одна из главных интриг турнира – противостояние двукратной чемпионки России Азалии Аминевой и действующей обладательницы этого титула Альбины Молдожановой из Тюменской области. Спортсменки выступают в весе до 66 килограммов, и до своих полуфиналов они дошли благодаря победам ввиду явного преимущества. Им хватило по полраунда, чтобы одолеть своих соперниц. Буквально полраунда продлился бой. Стратегия была накормить живот соперницы и потом уже подняться в голову. Все получилось так, как и задумывали. Соперницы уверенно шли к очной встрече в финале в этот раз, но бой не состоялся. Из-за проблем со здоровьем Альбина Молдожанова снялась с полуфинала. Поэтому в финале Аминева встретилась с Ангелиной Толстой из Санкт-Петербурга, и единогласным решением судей стала 3-кратной чемпионка России. Кому посвящаешь победу? Уфе.
Уфе, потому что здесь крутые люди, здесь любят бокс. Конечно же, Министерство спорта, которое организовало этот очень крутой чемпионат. Поэтому я обобщу и скажу, что это все ради Уфы. Юлия Чумгалакова представляла Московскую область и Башкортостан в параллельном зачете. В финальном поединке против Екатерины Федотовой из Челябинской области она одержала уверенную победу. Для Чумгалаковой этот титул стал уже 6-м в карьере. Я рада, что я выиграла 6-ю золотую медаль. Да, может быть, немножечко подустала к концу, но я боксировала так, как чувствовала. На стадии четвертьфинала оступились 3 представительницы республики: Арина Макарова, Анастасия Набиуллина и Алина Мулагулова. 2 из них проиграли будущим чемпионкам страны. Зато уверенно выступила дебютантка соревнований, 18-летняя спортсменка из Октябрьского Милена Борисова. Ей впервые в карьере удалось дойти до бронзовых медалей взрослого чемпионата. Медаль на дебютном чемпионате достаточно неплохой результат. Неплохой, но хотелось бы больше. Не расстраиваемся, идем дальше. В следующем году вернемся сильнее за 1-м местом. Вообще сильнейших спортсменок тренерский штаб во главе с Альбертом Муталибовым постарался развести до решающих поединков. Акцент делался на юниорах до 22 лет и тех, кто только пытается перейти в состав взрослой сборной. Для тренеров команды важно, чтобы была перспектива на предстоящий сезон, и в сборную вошли молодые спортсменки, чтобы в дальнейшем их раскрыть. В следующем году у нас запланирован ряд соревнований, сборов. Предполагается, что будет чемпионат Европы где-то в середине года. Уже ближайший сбор у нас в январе месяце. Спортсменки с 10 числа пройдут углубленное обследование и уже в конце января будут вызваны на сборы с тем, чтобы пройти подготовку общей физической направленности. Призовой фонд чемпионата России по боксу среди женщин составил 24 миллиона рублей. Чемпионы получили по 1,5 миллиона, серебряные призеры по 250 тысяч, бронзовые по 125 тысяч. Спортсменки, которым удалось подняться на пьедестал почета, автоматически попадут в состав национальной команды на следующий год и смогут в дальнейшем принимать участие в тренировочных мероприятиях сборной и на международных стартах. Юлия Паршина, Гульфия Инчигулова, Владислав Минязев и Аяз Хабибуллин. Итоги недели. На этом выпуск завершен. Сразу после нас авторская рубрика моего коллеги Руслана Шарафуддинова, в которой он расскажет о ключевых событиях недели через призму своего мировосприятия. Ну, я с вами прощаюсь. Всего доброго. Оставайтесь на БСТ. Увидимся в эфире.